Новости, с вами Марфирина Алексеева. Приветствую. В начале выпуска коротко об основных темах к этому часу. Ученик 10 класса Чурапчинского улуса изготовил 20 якутских ножей для участников СВО. О гуманитарной помощи от Чурапчинского улуса. В Берджилгестявской школе открыли образцовый кабинет якутского языка и литературы. Об инициативе. В Амгинском районе открылся 12 век Центр общения старшего поколения «Сетим», о деятельности организации. Специально для соотечественников, находившихся в зоне военных действий, руководство Чурапчинского улуса организует гуманитарную помощь. На днях первый зам главы улуса, руководитель администрации главы Хаптагинского наслега отправились на территорию СВО, взяв с собой приготовленные жителями улуса теплую одежду, обереги, продукты и другие вещи, необходимые солдатам. Кроме того, бойцам будут доставлены автомобиль УАЗ «Фермер», 3 мотоцикла, дроны, антидроны, станции РЭП, генераторы и рации. Помимо этого, ученик 10 класса Эрсан Матвеев прислал в подарок храбрым бойцам 20 штук якутских ножей, которых изготовил своими руками. Мы, делегация Чурапчинского улуса, очередной раз планируем на днях выезд в зону проведения СВО для оказания гуманитарной помощи нашим военнослужащим землякам из Чурапчинского улуса. Собрано около 100 коробок именных и общих посылок. Хотим передать слова благодарности каждой администрации сельского поселения нашего улуса, каждым общественным организациям, каждым ученикам наших школ и всем тем, кто не встал на стороне и хотят внести свою лепту в нашу общую, ради нашей общей победы. В военно-учебном центре СВФУ продолжается набор студентов для обучения по программам подготовки сержантов и рядовых запаса. Для поступления на обучение необходимо пройти медицинскую комиссию в военкомате и сдать нормативы по физической подготовке. На данный момент конкурсный отбор успешно прошли более 30 юношей с различных факультетов и институтов вуза. В целом в центре обучается более 200 студентов, которые один раз в неделю, не отрываясь от основной учебы, проходит тактическую, военно-техническую и общевойсковую подготовку. Срок обучения для получения звания сержанта запаса составляет 2 года, а для получения звания рядового запаса – 1,5. У нас было занятие по РХБЗ, радиационная, химическая, биологическая защита. Надевали противогазы, мы выполняли также еще другие некоторые нормативы. А вот сейчас мы отрабатываем стрельбу стоя и на ходу. С учетом того, что я юридического факультета, то есть юрист, я могу поступить в силовые структуры, правоохранительные органы. И как раз мы по окончании, курса военной подготовки здесь, в ВУТе, мы получаем военный билет с присвоением звания рядовой запаса. На целый месяц дорожники перекрыли улицу в Якутске. Речь идет об участке от Каландрашвили до Петровского, где с начала сентября стартовал масштабный ремонт. Включает он не только укладку нового асфальта, но и другие виды работ. Например, проведение новых коммуникаций и водоотводной системы. Кроме того, будут отремонтированы и прилегающие тротуары. Уже к 10 октября участок обещают открыть для проезда. Но лишь временно, до начала нового строительного сезона, когда появится возможность устанавливать асфальтное покрытие. В целом же срок проведения капитального ремонта всей улицы Аюнского установлен до 2027 года. Как мы видим, то, что уже осадки пошли, осадки с той недели у нас уже пошли, но погодные условия нам еще позволяют работать по асфальту, по сырым работам, по бетонированию, по асфальтированию. Работы по асфальту у нас остались еще по капитальному ремонту Свердловского шоссе. В следующем году мы, согласно графику работ, приступаем на участке от Петровска до Октябрьской. В перевозке грузов в отдаленные районы арктической зоны будут использовать дирижабли нового поколения. Этот амбициозный проект стартует на практике в ближайшие 5 лет. Экспериментальный полет первого воздушного судна состоится в октябре в Московской области. Прикоснуться к будущему и увидеть прототип грузового дирижабля удалось нашим московским коллегам.
Новая модель гибридного грузового дирижабля объемом 35 тысяч кубометров сможет перевозить в арктическом регионе до 10 тонн груза. В отличие от опасных водородных дирижаблей прошлого, современные аэролеты используют безопасный гелий. Есть планы развивать дирижаблестроение непосредственно в республике в рамках тех программ, которые недавно обозначил и дал поручение Александр Сергеевич Николаев, наш глава республики, о развитии беспилотной авиации. У нас сегодня появляется такая государственная программа. У нас в республике сегодня формируется научно-производственный центр развития беспилотных технологий, безлюдных технологий, в том числе и летательных аппаратов. Сегодня дирижабли получают второе рождение. Низкая стоимость перевозки груза, способность проникать в труднодоступные районы – главные преимущества воздушных гигантов, которые позволят им снова занять свое место на небе. Считаю, что перспектива есть, проект абсолютно не пустой, и он имеет под собой инженерную подготовку и основания. И самое главное здесь учесть еще климатический фактор Якутии. Здесь важно, чтобы электроника, все новые материалы, ткани, которые применяются и используются на данной технологии, способны были работать в условиях не только больших расстояний, но и экстремальных температур. Наш проект связан с постройкой атомной станции малой мощности на Дальнем Севере. Мы считаем, что он поможет нам решить проблемы, с которыми мы столкнулись. Это бесперебойная доставка будет грузов, всесезонность, не будет зависеть ни от времени года, ни от навигации. Первый экспериментальный полет грузового дирижабля второго поколения пройдет в беспилотном режиме на аэродроме Воскресенск. Ожидается, что полетные испытания воздушных аппаратов пройдут и в Якутии в условиях низких температур. Сейчас идет наладка системы управления и ряда технических параметров, настраиваемых этой машины. В течение 2 недель мы ожидаем завершения этих работ и вывод аппарата на летные испытания. К концу этого года у нас завершается формирование собственного производства больших оболочек. И вот тогда мы создадим в конце этого года первый свой аппарат. И вот, получается, за год мы создали первый 2000-ник. В Якутии, понятно, это все дело нужно. И частично для этого мы старались и собирали эти дирижабли. С радостью приедем, локализуемся, будем испытывать, применять. Туяра Константинова, Айтал Байтунов, Воскресенск, Московская область. 1 октября в Якутии протестируют систему оповещания чрезвычайной ситуации. Это проверка части российского планового мероприятия. При проверке запланирована подача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей с перерывом вещания телерадиоэфиров. Не пугайтесь, это просто проверка. Когда услышите сирену, включайте телевизор или радио и послушайте, что там будут говорить. Сирены нужны для того, чтобы предупреждать людей об опасности, например, о наводнениях или пожарах. В Берджилгестяхской школе имени Осипова открыли образцовый кабинет якутского языка и литературы. На февральском совещании учителей горного аулуса Феодосия Габышева внесла предложение о создании современного, эстетичного и содержательного кабинета. Сотрудники школы восприняли идею с энтузиазмом и разработали концепцию и проект кабинета Кюнсуджая, который теперь введен в эксплуатацию. На реализацию проекта потратили 980 тысяч рублей из бюджета улуса. Конечно, этот кабинет будет для нас очень большим подспорьем для развития именно родного языка. Тут наши учителя сделали очень хорошее содержание. Во-первых, мы хотим, чтобы якутский язык уже изучали в новом формате, цифровом формате. И нашими учителями сделано очень много образовательных цифровых программ различных, чтобы были это привлекательно нашим детям. В Амгинском районе открылся 12-й в Якутии центр общения старшего поколения сети на базе клиентской службы отделения Социального фонда России. В центре для людей пенсионного возраста будут проводиться уроки компьютерной, финансовой, пенсионной и социальной грамотности, мастер-классы и другие мероприятия. Созданы максимально комфортные условия. Есть зона отдыха, гостевые компьютеры с выходом в интернет, оборудованы помещения, где можно проводить мероприятия.
Задача поставлена всем отделениям расширять сеть центров общения для того, чтобы вовлечь старшее поколение наших пожилых людей, чтобы они не оставались без внимания, не оставались без общения, чтобы у них было место для того, чтобы получить консультацию по финансовой грамотности, по компьютерной грамотности. Сейчас очень много наши центры общения проводят занятий. Единственный в Якутске детский этнотеатр «Турук» открыл новый театральный сезон. В программе гастроли по школам города и участие во Всероссийском театральном фестивале, который пройдет в Казани. Концепция театра – соединение детского творчества и национальных традиций. Юные актеры через сказания, песни, танцы приобщаются к культуре с малых лет. Многие участники уже играют в кино и даже озвучивают мультфильмы. «Турук» – призер и победитель республиканских и всероссийских конкурсов и с каждым сезоном расширяет свои творческие горизонты. Открыли на базе смарт-библиотеку театральную студию «Этнотеатр Турук». Уже вот работаем на протяжении 7 лет. Концепция театра заключается в том, что раньше мы были театр книги. Просто театр книги Мельпомена. С 2023 года уже изменили формат. Этнотеатр Турук. То есть направление именно этно. То есть изучаем культуру, самобыт. С помощью театра я призываю детей к чтению, можно так сказать. В Вилюйске состоялся открытый республиканский турнир по волейболу среди юношей и девушек на Кубок ветеранов военных действий Вилюйского района. За победу боролись 17 команд из города Якутска, Горного, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Участники проявили свои лучшие качества – мастерство и умение, спортивный азарт, волю к победе и силу духа. Тем не менее, первое место заняла команда школьников села Хампа Вилюйского района. Серебро досталось команде Марита города Якутска, и бронзовыми призерами стали волейболисты ДЮСШ Верхневилюйского улуса. Соревнования проходят в Вилюйске хорошо. Пришло 10 команд мальчиков и 7 команд девочек. Мы вышли из групповых этапов, прошли на первое место, вышли в полуфинал. Команд хороших много. Вилюйск, Верхневилюйск, ну и мы, конечно. Мы выигрывали очень много республиканских турниров. Каждый раз занимаем места. В прошлом сезоне ни разу ни одного не проиграли. Я занимаюсь 4 года. Тренер у нас хороший, Анатолий Евгеньевич. В следующем году мы едем в Москву и в Китай. Из-за этого мы очень много тренируемся, работаем на тренировках. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.